Процедура освидетельствования инвалидов со следующего года станет еще более прозрачной и понятной. Теперь здесь будут применяться обновленные квалификации и критерии при установлении групп инвалидности как для взрослого населения, так и для детей. Более подробно расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дима, приветствую. Тебе слово. Сергей, добрый день. С 1 января 2020 года начнет действовать новый порядок квалификации групп инвалидности, разделения их на взрослые и детские. Теперь появились отдельные критерии для определения инвалидности для детей. Необходимость их разработки объясняется тем, что в документах, действовавших до недавнего времени, были пробелы. А для проведения медико-социальной экспертизы в отношении детей нужна была специализированная квалификация ограничений. Новый приказ Минтруда России, который был утвержден в августе этого года, содержится ряд обновлений. Что сейчас вот будет новая классификация, будем более понятийно подходить к установлению инвалидности. Во-первых, разделены некоторые нозологические формы заболевания, нарушение функций, отдельные критерии при первичном освидетельствовании и отдельно при повторном. Во-вторых, критерии разделены на взрослые и детские. В-третьих, в рамках исполнения Конвенции ООН по правам инвалидности к структуре добавлены не только код международной квалификации болезней, но и код классификации функционирования и ограничений жизнедеятельности человека. В приказе заболеваний, вызывающие наибольшую сложность, разделены на группы: эндокринные заболевания, психические расстройства, хромосомные нарушения, заболевания нервной системы и другие. Кроме того, будет расширен и перечень обследований при направлении на медико-социальную экспертизу. В приказ, утвержденный Минтрудом и Минздравом России, будет включено больше патологий. Появились перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и системы организма, при которых группа инвалидности и категории «ребенок-инвалид» устанавливается бессрочно. Мы провели вот сейчас в Ветикаду инвалидов встречи с общественными организациями. Всех их ознакомили, наша общественная организация инвалидов, ознакомили их с этим приказом. Собирали врачебные комиссии, медицинскую общественность, медицинские организации. Им тоже представили данную классификацию, потому как при направлении на МСЭ необходимо учитывать эту классификацию уже начиная с 1 января. Также утвержден перечень заочных освидетельствований, когда его проводят без присутствия самого человека, а решение принимается на основании сведений, указанных в медицинской документации. Заочное освидетельствование возможно и в том случае, когда гражданин проживает в отдаленном населенном пункте. Отметим, только за 2018 год через Главное бюро медико-социальной экспертизы прошли более 23 тысяч человек. Специалисты бюро МСЭК надеются, что новые поправки в закон упростят процедуру прохождения комиссии и помогут ускорить процесс работы с населением. Сергей, на это у меня все. Дима, спасибо. Дмитрий Тымыров рассказал о нововведениях в установлении групп инвалидности.